Очередное судебное заседание по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров началось с ходатайства подсудимого Беслана Бганба, ранее исключенного из зала суда. Обвиняемый попросил об участии в дальнейшем заседании, ссылаясь на процессуальные права. Сторона защиты ходатайство поддержала. Адвокат Игорь Скнарин отметил, что данная просьба обвиняемого не противоречит нормам уголовно-процессуального права. Человек, может быть, осознал то неправомерное поведение в процессе, поэтому, я думаю, можно продолжить с его участием. На самом деле его права, о которых он сказал, может быть, существенно и нарушаются при его отсутствии, поскольку он при допросе тех же экспертов, которые были в предыдущих заседаниях допрошены, имел право и возможность задавать им вопросы, может быть, существенные для дела. Сторона обвинения выступила против удовлетворения ходатайства. Начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба подчеркнул, что удаление из зала суда обвиняемого Бганба было обусловлено несоблюдением им процессуального порядка. Удаление Бганба было не какой-то прихотью суда, это было уже, если мне не изменяет память, более 10 раз ему делалось соответствующие замечания, после каждого которого вновь на следующем же процессе Бганба нарушал процессуальный порядок. При этом я считаю возможным удовлетворить данное ходатайство на стадии допроса, если он изъявит желание давать показания. В данном случае мы не возражаем возвращение его в зал. Если защита представит конкретного свидетеля, который будет связан именно с совершенным Бганбом преступлением, мы готовы к этому вернуться. Да? Адвокат Автандил Чкадуа заявил, что аргументы стороны обвинения не обоснованы, и присутствие Бганба во время допроса экспертов было необходимо. Судебная коллегия, совещаясь на месте, определила в удовлетворении ходатайства отказать. Судебное заседание продолжилось допросом свидетеля защиты Игоря Ловчева, гражданина России и знакомого обвиняемого Эрика Чкадуа. Он рассказал, что Чкадуа познакомился в 2019 году, так как переехал в республику, чтобы помогать своей теще, и снимал квартиру в одном подъезде с родителями обвиняемого. Как утверждал свидетель, последний раз он видел Чкадуа в день убийства, 22 ноября 2019 года, во дворе дома родителей обвиняемого. Родители Чкадуа, по словам свидетеля, уехали на некоторое время и попросили его присмотреть за их собакой. В тот день, по времени я прям точно не могу сказать, но с 13 до 14 часов, как раз в обеденное время, я выходил со своей собакой гулять. Юрий Грамович, когда уехал, сказал мне, что надо не только покормить ее, но и заканчивался корм, надо было купить корм. Оставил мне деньги. И в этот день я выходил гулять со своей собакой, мы ходили на море. Я пошел в гараж для того, чтобы забрать его собаку и вместе прогуляться. И увидел, как Эрик как раз приехал на машине Юрия Грамовича. Он сказал, что он сам покормит собаку, что он привез корм, покупать ничего не надо. Поэтому мы прям перекинулись буквально несколькими словами на какие-то отвлеченные темы по охоте, по собакам. И потом он поднялся к себе домой, ну то есть в квартиру родителей, а я пошел к морю. И гуляли там порядка часа. Я приехал, ни машины, ни Эрика уже не было. О совершенном убийстве, как утверждает свидетель, он узнал уже вечером во время прогулки с супругой по Сухумской набережной. Свои показания Ловчев в 2022 году написал и заверил у нотариуса. Заявление свидетель, по его словам, передал адвокату Эрика Чкадуа Марине Тане. Объясню, почему спустя несколько лет помню все эти подробности, потому что их не раз обговаривали после того, как Света с Юрой вернулись из больницы. Мы много раз обсуждали все это, поэтому те события, на тот момент они были свежи в памяти достаточно, и потом просто неоднократное повторение. Поэтому могу точно сказать, что так было. Продолжился допрос стороной обвинения. Заместитель генпрокурора Руслан Тыркба уточнил у свидетеля Ловчева, сколько раз с апреля 2019 года по ноябрь того же года он встречал обвиняемого Чкадуа. Свидетель заверил, что встречал его раз 5 и в хаотичной периодичности. То раз в неделю, то раз в месяц или 2. Руслан Тыркба отметил, что обвиняемый Чкадуа до августа 2019 года находился в местах лишения свободы, а после был помещен под домашний арест по другому адресу.
Во время допроса свидетель сказал, что приезжал в Абхазию и до апреля 2019 года, до момента начала жительства в республике, и уже ранее был знаком с обвиняемым Чкадо, их знакомил отец подсудимого. Свидетель не стал отвечать на вопросы адвоката потерпевшей стороны Инги Габилая об адресе проживания его тещи. Как отметила Габилая, информация имеет к делу непосредственное отношение, однако свидетель Ловчев на вопрос отвечать отказался. Я не хочу отвечать. Не хочу отвечать на этот вопрос. Это не имеет отношения к делу. Я не хочу отвечать на этот вопрос. Я помню, знаю, я не буду отвечать на этот вопрос. А для чего впутывать сюда моих родственников? Я имею право не свидетельствовать на своих родственников, правильно? Также свидетель не стал отвечать на вопрос о номере иномарки, которая ему принадлежит, и о том, у кого она была приобретена. По его словам, машина оформлена на другого человека, гражданина Абхазии. Мать обвиняемого Чкадо, присутствовавшая в зале заседания, сказала, что машина оформлена на нее. Спустя некоторое время после допроса свидетеля Светлана Чкадо, вернувшись в зал заседания из коридора, заявила, что родственники потерпевших, сидевшие в зале, догнали и запугивали свидетеля Ловчева. В ответ на оскорбление, допущенное одним из присутствовавших в адрес Светланы Чкадо, между родственниками потерпевших и обвиняемыми началась словесная перепалка. Судебная коллегия постановила удалить Эрика Чкадо из зала суда. Его матери было сделано замечание. Неуважение к суду очень часто проявляется от присутствующих и от подсудимых также. И судебная коллегия, совещаясь на месте, определила подсудимого Чкадо Эрика удалить из зала суда, а вам, присутствующая Чкадо, делается замечание. Обвиняемый Демура Халай обратил внимание суда, что провокации, которые вызывают словесные перепалки в суде, всегда исходят от родственников потерпевших, а суд, по его словам, зацикливается только на подсудимых. Он заявил о нарушении его прав и ходатайствовал об удалении из процесса. Просьба обвиняемого была удовлетворена. В завершении заседания стороной обвинения было заявлено ходатайство о выделении материалов из протокола судебного заседания. В показаниях Ловчева, по словам Даура Амичба, есть признаки преступления – отказ от дачи показания. Свидетель ссылается на лицо, круг которой не описан в статье 5 Уголовно-процессуального кодекса и не защищен иммунитетом от дачи показаний. Свидетель не ссылается на забывчивость, не ссылается, он просто отказывается давать показания. Статья 309, 310, расписку которой дал свидетель, предусматривает ответственность за отказ от дачи показаний. Сторона защиты с ходатайством не согласилась. Адвокат Игорь Скнарин подчеркнул, что отказ от ответа на несколько вопросов свидетель полностью мотивировал. Судебная коллегия приняла решение ходатайства не удовлетворять. Следующее судебное заседание состоится 30 мая. Рада Чачава, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.